Камеры включены, маршруты проложены, эмоции зашкаливают. Виктория Николаева, Дарья Борисова и Галина Пудова в сердце Абхазии. Блогеры исследуют страну души. Уже посетили Гагру и Пицунду, заглянули в загадочный Тхварчалский район и прогулялись по столице. Каждый кадр – восторг, каждый маршрут – открытие. Впечатления самые яркие. Впереди еще множество туристических объектов, которые ждут своего звездного часа в блогах. Абхазия просто потрясающая страна, страна души, в которой я была недавно, буквально несколько лет назад. И вы знаете, она оставила просто неизгладимый след в моем сердечке. Я вас люблю, ребята, вы потрясающе гостеприимны, у вас потрясающая природа, нас связывает глубокая история. Вот то, что мы съездили в Гагры и посмотрели творение принца Ольденбургского, это совершенно красивейшая набережная, которую восстановили за несколько лет, по которой приятно гулять. Потрясающая колоннада, которая была построена в советское время и в которой сейчас мы делаем очень красивый контент, который, я уверена, понравится нашим подписчикам и которые захотят приехать у вас отдохнуть. Мы увидели Пицунду. Просто такого нигде нет на планете Земля, такого сочетания. И когда поступило предложение приехать с Nordwind, прилететь рейсами, которые у нас запустили, можно сказать, эксклюзивно в Сухум, от этого невозможно было отказаться. С 3 апреля авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией Икар запустила регулярные рейсы по новому маршруту Москва-Сухум. Полеты выполняются из Шереметьево до 5 раз в неделю на комфортабельном воздушном судне Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест. С 25 мая частота полетов увеличилась до 7 раз в неделю с задействованием самолета Boeing 777 вместимостью 540 пассажиров. Время в пути 3 часа 40 минут. По мнению блогеров, Абхазия – идеальная страна для российского туриста. Красивая, безопасная. До республики легко добраться. Нет языкового барьера и необходимости менять валюту. Работает и такси, и все. То есть есть свое приложение, да, ты можешь везде ездить по городу, и это комфортно. Работает прекрасные, шикарные рестораны. Мы, кстати, вчера пробовали абхазскую еду, и вообще гостеприимные люди, то есть ты идешь по улице, ты можешь что-то спросить, тебе сразу ответят, с удовольствием спрашивают: приезжайте, мы вас ждем. То есть вот такая вот любовь, отзывчивость, это очень классно, это не во всех местах, так много путешествуем, есть опыт. Также люди спрашивают про отели, да, как море, сезон начался, не начался, как отношение к русским, ведь весь мир об этом сейчас, такая очень больная тема, и все хотят приезжать и отдыхать, чтобы было классно и спокойно. Ребята, у вас такой вайб, который просто, его ни с чем нельзя сравнить и перепутать, понимаете? У вас здесь такая расслабона. Я вот гуляла сейчас по набережной, мы сели в кафе. Боже мой, нам кофе откуда, чего, как, куда, зачем? Сразу давайте поможем, давайте расскажем. Потрясающие люди. Согласна, так что да. это самое главное. Гостеприимство, вкусно, красиво. Климат, прямой доступ из России матушки, карты мир принимают, по-русски говорят, все шикарно. В связи с расширением сетки авиасообщения с регионами Российской Федерации, в том числе благодаря соглашениям, подписанным на прошедшем Международном экономическом форуме «Абхазия. Инвестиции в будущее», Министерство туризма организовало 4-дневный пресс-тур для представителей рейтинговых СМИ и блогеров. Одна из основных целей пресс-тура – туристическое продвижение Абхазии. С гостями встретился министр туризма Стамур Логуа. В теплой беседе обсудили разные вопросы. Интересные, кстати, вопросы. Вот надо отметить, значит, вся эта публика московская, и они, например, сейчас отмечали какие-то маленькие, может быть, вещи, но это в том числе и повышение уровня сервиса, предложения, кофе, им очень понравилось наш кофе, да, какие-то вещи отметили, что вот безлактозное молоко должно быть, да, таких предложений в ваших кофейнях не везде есть. Это спасибо им за такие подсказки, которые мы, безусловно, донесем до нашего бизнеса, чтобы у них появлялись другие возможности, другие предложения, которые интересны нашим гостям. Говорили, кстати говоря, очень интересно, мы же говорим, что Абхазия – это семейный туризм, да? Но семья, в нашем понимании, это же не только один ребенок. Вот часто спрашивают каршеринг или прокат автомобилей. Все это работает у нас, слава богу, и уровень повышается, да, от разного рода автомобилей представлены на этом рынке, компании представляют. Например, когда мы, с детьми едем, да, детские кресла.
Ну, мы говорим машина с детским креслом, но у нас двое детей, а кресло одно. Вот надо продумать, понимаете, такие вещи. Опять же, это не в укор нам, это подсказка для того, чтобы мы стали лучше. Пресс-тур организован авиакомпанией Nordwind и Министерством туризма Республики Абхазия при поддержке международного аэропорта Сухум. Цель – повысить узнаваемость, привлекательность, а также увеличить туристический поток в республику. И ребята очень довольны. Хочу сказать, что даже приятно слышать какие-то вещи, не часто их услышишь о том, что вот у нас очень чисто, аккуратно, людям нравится отношение, самое главное, наших людей к гостям, к туристам. Все их вежливо подсказывают, рассказывают, помогают, в чем могут каждый. И они объехали практически всю Абхазию, вот буквально сегодня еще там маршрут на весь день. Значит, я надеюсь, что это, еще раз повторюсь, сделает, все эти мероприятия приведут нас к увеличению количества туристов, гостей наших, которые приедут в этом году. И самое главное, делать это часто, не один раз в год, для того, чтобы показывать, какая Абхазия разная в разное время года. И как прекрасно здесь проводить время не только летом, но и в другие времена года. Министр туризма выразил надежду на успешный туристический сезон и отметил, что подобные мероприятия призваны привлечь гостей в Абхазию не только в летний курортный период. Главная задача – постепенно превратить республику в круглогодичный курорт. Шазина Ханагуа, Элита Арутюнян, Дэвид Маргия, Абхазское телевидение.